Вот это крокодил. Да, долго мы за ней гоняли. Это трофей, конечно. Щука весом 21 килограмм. Финал настоящей схватки. Несколькими минутами ранее, когда рыба только заглотила крючок, стало очевидно. Она настолько большая, что вытащить ее будет чрезвычайно сложно. В течение нескольких минут Путин тянул щуку на спиннинг, но близко к подсачнику она все равно не подходила, продолжала сопротивляться. Несколько попыток, однако рыба по-прежнему в воде, пытается сорваться с крючка. Не тут-то было. Путин рыбачил на блесну под названием «Царь-рыба». Ее делает маленькое семейное предприятие в Сибири. Все, она уже начинает сдаваться потихоньку. Впрочем, и когда щуку удается таки вытащить, борьба не прекращается. Вадимович, она укусить может. Я сам ее укушу. Рыбу нужно снять с крючка, однако дело это, мягко говоря, непростое. Давайте, может быть, сначала я подцеплю. Смотри на меня. Рыбалка проходила на маленьком озере Такпак-Холь в Туве. Район отдаленный и абсолютно безлюдный, потому как, объяснил егерь, здесь настоящее буйство рыбы. Как позднее рассказал пресс-секретарь Путина Песков, цитата, «Я бы подумал, что щуку на блесну кто-то насадил. Я с подозрением смотрел на егеря, но дело в том, что там действительно нет людей в радиусе нескольких сотен километров». Вот это да. Первая моя такая щука. Должен признаться, по-честному. Взяла она хорошо, но не заглотила. Она с края как-то. С краю. Я боялся ее дернуть слишком, чтобы она не оборвала. Награда за терпение, ведь в первый день рыбалки улов был несоразмеримо меньшим. Валерьевич, где щуки? Высокогорное озеро Ак-Атык-Холь, расположенное на уровне свыше 2000 метров. На берегах вечная мерзлота. Здрасте. Попалась. Вместе с Путиным рыбачит уроженец Тувы, министр обороны Шойгу. Причем приезжают сюда они уже далеко не первый раз. Фантастические пейзажи. Горловое пение – национальная гордость тувинцев. Его уникальная особенность в том, что певец исполняет одновременно две ноты, образуя фактически двуголосное соло. Встреча с певцом прошла в юрте, в которой жил Путин. Художественный руководитель группы Хуун Хурту объясняет, что органы дыхания исполнителя горлового пения задействованы на пределе возможного. Там вся работа. И Снизу. Климат в Туве резко континентальный. Днем за 30 градусов, ночью всего 3. Катер Путина, которому он управляет сам, направляется к притоку Енисея, реке Урбун. Человек сидит. Кочевник, ага, какой-то. Местный житель, Паша Оленей, мягко говоря, очень редко встречает здесь людей. И уж точно он не ожидал увидеть таких гостей. Хороший. По реке добрались до Хакасии. В Саяно-Шушенском заповеднике по программе Русского географического общества расставлены фотоловушки для отслеживания популяции снежного барса. О, красавец. Для Путина это встреча со старыми знакомыми. 2 года назад он был здесь и вместе с учеными надевал барсу по кличке Монгол ошейник системой ГЛОНАСС. Свежие фотографии подтверждают. Недавно хищник наведывался сюда, значит, у него все хорошо. А вот этот монгол похоже. Меня ищут, Наверное. Да, поздороваться. Здесь же, в Саяно-Шушенском заповеднике, свой выходной проводил и премьер Медведев. Он, как обычно, с фотоаппаратом. На сайте Кремлин.ру сегодня опубликована его фотоподборка. Но запечатлеть снежного барса может только фотоловушка. Вот смотрите, между прочим, и нюхает. знаете, вот такие точки маркировочные. Кто здесь ходил до него? Да. Так хорошо погулял-то. Да. Обалдеть. Смотри, действительно болтается здесь. Благодаря таким технологиям, в общем-то, и стало известно, что ирбисы здесь действительно обитают. Раньше об этом можно было только догадываться. Пока не было таких технических средств, многие историки заповедники, проработавшие по 20 лет на территории, не видели. И даже не догадывались. Не видели следы, да. По данным фотоловушек, здесь живут 8 барсов. Примерно раз в 2 года появляется потомство. Заповедник находится под особой защитой государства. Ведь всего в России живут 4 десятка ирбисов. После того, как данные с фотоловушек сняты, важно правильно заново установить аппараты и замаскировать их, чтобы они не испугали животных. Ветром не снесет? Нет, мы ее камушком кидаем.
Путин и Медведев порыбачили, искупались в сибирских реках, согрелись чаем. Чай с чабрецом организовал Сергей Шойгу. Растение он нашел во время одной из остановок. О, да. Настоящий. За очень короткий промежуток времени калейдоскоп впечатлений. По словам пресс-секретаря президента, получился чудесный мини-отпуск.